Здравствуйте, уважаемые участники. Интересный идем. Я хотел приготовить здесь, собственно, хотела приготовить огромное выступление. Микрофон, да, Такой временной пресс в этом. Я остановлюсь только на одном вопросе. Это вопрос закрытия. Есть микрофон. Не слышно. Я думал, как в классе могу ходить. Так вот, я бы хотел просто усилить внимание к этой проблеме. Это институт хакасской саяно-тюркской тюркологии был открыт, когда переоформивался университет, из института в университет превращался. В это время инициативой Степан Павлович, его энергетикой, помощью был отдельный такой подразделение у нас отделились от филфака, филологического факультета и организовались вот этот вот институт алтайской тюркологии. Мы смогли получать право получать студентов, абитуриентов не только в Хакасии, но и с Алтая, с Шори. Такие появлялись у нас. Авторитет этого подразделения повысился, с набором стало легче. Но потом что-то вот какой-то произошел демографический провал, и стало плохо с набором. И этот провал поняли как нежелание хакасов учиться в этом институте. Сложнее стало. И сократили его. Кафедры наши, значит, кафедры начальных классов передали на филфак, нас тоже на филфак передали кафедру хакасской филологии. В общем, стало сложнее. Вот. А усилить внимание к этому я хочу вот по какому поводу. Когда это открыли, у нас появилась возможность там принимать из других вузов на стажировку. Вот. Приехала, значит, из Анкары одна студентка, которая изучала здесь хакасские диалекты. Вот. Мы ей помогали это. И сейчас это уже аспирант, уже защитилась по нашим диалектам. Работает в Ангарском университете, преподает хакасский язык. Затем появился у нас, значит, один преподаватель из Чикагского университета США. Он приехал изучать к нам, как тут обстоит дело с вот этими языками малочисленных народов. Вот, если вильский малочисленный считают, это хакасский. Вот. И они проверяли, как русский язык съедает языки маленьких народов. Вот. Такой симпатичный парень Андерсон, Грегори Андерсон. Он жил здесь у нас 3 месяца. Но в отличие от наших, вот, нам ездим в командировки. Он приехал с женой, сыном, никаких гостиниц ему не надо. Он нанял, снял квартиру трехкомнатную, и там, значит, живут куча
микрофонов у него. Вот. У нас в то время было отличное такое отделение, отдел по международной связи. И успешно этим отделом руководил Борис Устинович Амзараков. И вот когда он закончил у нас языки знает, и вот таких вот гостей к нам присылал, как только появится. И вот работали с этой преподавательницей Гора, потом это. Вот. И вот этот Грегори Андерсон, проработав с нами вот, ко мне, он приезжал, ходил каждый вечер, вот со своими этими самыми огромными там. Расставляет эти микрофоны, задает вопросы, я ему отвечаю. Вот сначала я удивлялся, что это ничего не записывает, ручку не берет. Мы так все с помощью ручки принимаем. Он запишет, а потом дома все это расшифрует. У него вопрос, на следующий день снова задает вопросы. И вот так 3 месяца я их, значит, возил с семьей в окрестностях Абакана. Вот, это очень интересно. Красоты эти показывал, они удивляются. В Чикаго, говорит, чтобы найти настоящую природу, надо ехать там 700 километров. Вот. Развели там костер, значит, мальчики вот такой, просто не знаю. И говорит, вокруг костра и кажет. Вот. Я поразил, что говорю, чтобы он первый раз живой костер видел. Вот. Потому что в природе не бывает, там все кругом это чье-то, это частная собственность, никуда нельзя, тем более костер разжигать. И вот и у нас впечатление о его жизни, о его работе. И он получил огромное удовольствие. Вот. Спрашивал, а как родители? Мать, оказывается, преподает в этом университете истории партии. Я говорю, и есть? Да, говорит, есть история коммунистической партии. Значит, вот такие чудеса, все это. Он закончил эту командировку, он приехал через некоторое время, присылает мне грамматику хакасского языка на английском языке. Все это по нашим записям, я ему некоторые учебники читал, русским языком есть, нормально. И назвал его Хагас. Как называл Хагаса, это Гашев, о котором говорил. Микрофон говорит. Да. Присылал она единственный экземпляр у меня, но я заканчиваю сейчас скоро, последний. Надо куда-то ее, наверное, я сдам ее или в университетскую библиотеку, или в республиканскую. И 4-й у нас работает наша. Сначала она у нас училась, потом перевелась в Новосибирский институт, там диссертацию написала, вышла замуж за немца, уехала в немца, и сейчас она в одном из городов Германии подает хакасский язык. Вот это все благодаря этому. Возможность
и авторитет упал, с набором еще усложнилось. Поэтому я вот считаю, что есть. Спасибо большое.